Здравствуйте! Сегодня речь пойдет, пожалуй, об одном из самых известном хищнике средней полосы, о самом крупном представителе семейства псовом, обыкновенном волке. Волк обитает в Европе, в Азии, в Северной Америке. Как вид он очень биологически пластичен, он может жить и в тундре, и в тайге, и в широколиственных лесах, и в степях, но больше он предпочитает все-таки открытые ландшафты, это тундра и лесотундра, степь и лесостепь. Он избегает очень густых захламленных лесов, а зимой мест, где очень глубокий и рыхлый снег. Всюду он держится недалеко от воды, в которой он постоянно нуждается. Несмотря на еще одно видовое название обыкновенного волка – волк серый, все-таки в его окраске преобладают рыжеватые, охристые тона, хотя размер и цвет очень сильно варьируют от мест проживания. То есть на севере они самые крупные, они очень светлые, практически белые. А на юге, соответственно, они напротив маленькие, и окраска их рыжевато-палевая. В средней полосе они буровато-серые. И таким образом вес волков колеблется от 20 до 80 килограмм в зависимости от географии. В средней полосе средний вес 40-45 килограмм. У волка достаточно мощная голова и особенно шея, сильная челюсть и острые зубы. Клыки могут достигать 8 сантиметров. У него очень сильные ноги, которые приспособлены к длительному бегу. Это очень выносливое животное. Волк даже зимой вполне может пробежать до 60 километров. И если говорить о скорости, то он может развивать до 50-60 километров в час и сохранять этот темп в течение 15-20 минут. Лапа у волка небольшая, она сбита в плотный комок, пальцы прижаты друг к другу, поэтому именно так можно отличить след волка от крупной собаки. У волков хорошее зрение, тонкий нюх и отличный слух. Он вполне может различить охотника с ружьем от человека без ружья, с точностью выходит на источник звука за километр. Под толщей снега способен учуять ржавчину капкана или запах рук человека. Волки достаточно территориальные животные, большинство из них живут достаточно оседло, свою территорию они помечают, и диаметр территории может достигать 60 километров. По своей территории они пользуются определенными тропами, и нередко они пользуются ими годами. При этом они часто используют тропы других животных и дороги, проложенные человеком. При зимней бескормице они способны совершать значительные кочевки, следуя за мигрирующими копытными. В качестве убежища волки предпочитают различные естественные укрытия. Это могут быть и ниши под корнями поваленных деревьев, и заросли кустарника. В качестве жилища они могут использовать норы других животных в лесу, например, это норы барсуков и норы лис. Реже они роют свои норы. Нередко они используют также прикорневые дупла старых деревьев, например, липы или дуба. Больше всего к логову привязана самка, самец же практически логовом не пользуется. При кочевках и при хорошей погоде волк не так привередлив в выборе временного убежища и вполне может обойтись даже и без него. Несмотря на то, что теоретически волк вполне может выжить и в одиночку, он предпочитает жить в стае. И образ одинокого волка – это скорее романтизированный образ в массовой культуре, который с настоящим не имеет ничего общего, потому что волки, которые живут в одиночку, это явление очень редкое. И из всех псовых волки имеют самую
сложную организацию семейную и самое сложное поведение. Стая организована по семейной иерархии. Во главе стоят матерый сильный самец и его самка, и остальные волки им подчиняются. Стая состоит из сигалеток, это детеныши последнего помета, а также детеныши предпоследнего года, переярки, и пришедших волков. Таким образом, стая может достигать от 4 до 20 особей. Хотя такие большие стаи характерны больше для тайги, в условиях средней полосы стая все-таки меньше, и очень редко они превышают 10 особей. Несмотря на очень строгую иерархию и подчинение, в волчьей стае особи живут достаточно мирно, дружелюбно, и случаи агрессии бывают крайне редко. Надо сказать, что волки очень общительны, они используют различные звуковые сигналы, это и вои, повизгивание, тявканье, ворчание и множество других сигналов, а также различные жесты, это и положение хвоста, головы, ушей, и тут еще имеет значение сочетание различных звуковых сигналов и телодвижений. Вообще смысл стаи, объединение в стае заключается в том, чтобы вместе совместно охотиться на крупных животных. Волк охотится на копытных в основном и предпочитает именно тех, которых больше всего в данной конкретной местности. Где-то это может быть лось, где-то кабан, где-то косуля. В случае, если копытных мало или в данный момент их нет, волки могут переключаться на более мелкую добычу, например, на зайцев и даже мышевидных грызунов. Также волк не брезгует и падалью. У волков довольно сложно организована охота, при этом она пластична и может меняться в зависимости от условий, и волк всегда использует рельеф, использует местность и другие различные факторы в своей охоте. Методов охоты у него много. Если одиночный волк охотится, то он предпочитает скрат, когда он незаметно подкрадывается к добыче на расстояние гарантированного броска. Стая обычно использует загон, когда отбивает от группы или стая 1 или 2 особи и уже их загоняет. При этом, опять-таки, волки очень грамотно пользуются рельефом и погодными условиями. То есть они могут их загонять в тупиковые овраги, выгонять на лед. Также большой популярностью у волков пользуется такой метод охоты, как нагон, когда несколько волков загоняют животное в определенное место, где там его уже поджидают другие волки. В случае крупной добычи волки остаются рядом с тушей несколько дней, либо они ее прикапывают, то есть делают запас. Вполне волк может прожить без еды до недели, и в этом плане он опять-таки очень вынослив. Еще совсем недавно волков активно истребляли, так как если волк появлялся вблизи жилища человека, то он охотился и на домашний скот. Поэтому за последние 100 лет огромное количество волков было истреблено. Их регулировали отстрелом даже в заповедниках, и при этом очень скоро проявилась обратная сторона этого явления, когда численность копытных резко возросла, но при этом стала страдать их кормовая база. В настоящее время в нашей республике волк встречается по всей территории, но он очень малочислен. В экспозиции нашего музея вы можете видеть 2 экземпляра волка. Один из них был сделан Михаилом Григорьевичем Чикиным в Мордовском государственном заповеднике в 1980 году. Второй экземпляр поступил к нам из Беловежской пущи. Это подарок таксидермистов этого заповедника.
при строительстве экспозиции нашего музея. Еще один экземпляр находится в городе Инсаре, в Краеведческом музее. Этот волк был добыт именно в этом районе, в Инсарском. Был он изготовлен таксидермистом нашего музея Максимом Валерьевичем Демидовым в 1999 году.